Знакомство с китайской культурой. Более 130 студентов из Приволжского федерального округа в эти дни принимают участие в форуме «Волга-Янзы». В состав российской делегации вошли и ребята из Чувашии. Это студенты ЧГУ и педуниверситета, а также сельхозакадемии. В течение 10 дней они будут знакомиться с китайскими учебными заведениями, крупными компаниями, ведущими учеными страны. На форуме запланировано множество культурных событий, посещение театров, чайных церемоний и различные мастер-классы. Чувашские студенты на форуме находятся второй день. Кто-то приехал подтянуть китайский язык, найти друзей из Поднебесной. Но самое главное – это новые ощущения и эмоции, признаются они. Больше эмоций, друзей, чтобы хорошо познакомиться с ними и дальше держать связи, чтобы дальше и дальше приезжать к ним в гости, они к нам приезжали в гости. Познакомиться с их религией, культурой, традициями, так как это достаточно интересно, потому что у нас такого нет в России. Вот. Провинция необычная, тут, например, кухня очень острая. Как вот уже попробовали, это нет? Ну, попробовали. Соусы обычно такие. Да, но еще не все распробовали. У нас еще есть 10 дней, и мы за эти 10 дней попробуем все. В этом году площадкой для дискуссий и обмена идеями стал Центральный Южный университет провинции Хунань. Молодые ребята уверены, что форум помогает налаживать не только крепкие дружеские отношения, но и профессиональные. Это дает возможность генерировать совместные инициативы. Китайские студенты признаются, что интерес к русской культуре с каждым годом растет. Может быть, русский язык сложно учить или нет? Нельзя сказать, это не сложно. Сначала для меня это очень сложно. Например, произношение «р». И когда русские очень быстро говорят цифры, я вообще ничего не понимал. А потом стало лучше, особенно когда я учился на 3-м курсе, я был в России на стажировке. Мое говорение и аудирование стало лучше. И сейчас я очень люблю русский язык.